Салам алейкум. Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры, господин президент. Слова, которые каждый из выходящих на эту сцену приготовил, конечно, мы произнесем. Хотя никогда не уставали этих слов говорить героини сегодняшнего вечера, ибо этого она заслуживает и слов, и дел, и отношения, и аплодисментов, которые всегда звучали и будут звучать в ее адрес. Но я сейчас хотел бы пригласить для того, чтобы этот вечер открыл вот на том самом торжественном, государственном уровне, ибо для всего вайнахского народа и вайнахских зрителей это событие все-таки очень и очень торжественное. А посему, с вашего позволения, даже вопреки протоколу, позвольте произнести следующее. Президент Республики Ингушетия, герой Российской Федерации Юнусбек Мамангереевич Евкуров. Аплодисменты. Юнусбек, ждем вас, приглашаем вас. Спасибо. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, уважаемые гости, дорогие земляки. Сегодня мы очередной раз собрались в столице нашей Родины отметить очередной юбилей. Юбилей значимый для нашей землячки, для родного нам человека Тамары Яндиевой. 30 лет творчества – это что-то значит в жизни. Мы наблюдаем за Тамарой эти 30 лет. Кто-то меньше, кто-то больше. И сегодня можно уже уверенно сказать, что Тамара в своей жизни добилась всего. Самое главное, она добилась признания зрителей. Это очень важно для любого творческого человека. Сегодня я искренне нас всех поздравляю с таким событием, как сегодняшний вечер. Ну и, естественно, поздравляю нашу дорогую Тамару с таким знаменательным событием. Мы к этому юбилею творчеству Тамары сделали все возможное, чтобы еще больше сделать для нее радостным сегодняшний вечер. И я думаю, что сегодня зачитает указы президента Российской Федерации и мой указ о каких-то там награждениях Тамары. Мы это все услышим и все вместе порадуемся за нашу землячку. Господин президент, разрешите при вашем участии и вашем присутствии выполнить ваше поручение. Выписка из указа президента Российской Федерации о присвоении звания «Заслуженный артист Российской Федерации». За заслуги в области искусства присвоит почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Яндиевой Тамаре Хаважевне. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Москва, Кремль. Благодарю за столь высокую оценку моей сценической деятельности и постараюсь, чтобы я еще очень много смогла на сцене сделать красивого и нужного для своего народа. Вот так коротко и лаконично принято говорить в Кремле. Именно так это происходит. Что же касается народа, то, конечно же, мы, как вайнахи, благодарим Дмитрия Анатольевича за присвоение этого высокого звания, федерального звания. Но мы-то, вайнахи, точно знаем, что она давным-давно для всех нас народная артистка всей страны. Еще, если перевести на военный язык, Тамара сказала так: «Служу Отечеству». Сейчас позвольте передать это приветствие. Оно подписано вами. Тут примерно то, о чем вы говорили. А вот этот написано «подарок». Об этом вы скажете сами. Да, мы решили в честь этого юбилея сделать скромный подарок и от себя, вручить ключи от квартиры в Магасе для Тамары. Почему? Потому что мы с удивлением узнали, что в Ингушетии она почему-то, когда приезжает, живет в гостинице «Аса». Ура!
Браво! Ну, теперь ты столичная жительница. Поздравляем тебя. Дай Бог, чтобы тот дом, который тебя любит, слышишь аплодисменты, которые тебе... Это все примерно то же самое. Это нет удивления, что у тебя нет квартиры. Любой дом и любая дверь в Республике Ингушетия, Чеченской Республике, тех республиках и странах, которые тебя любят и знают, они всегда для тебя открыты. Но квартира в Магасе не помешает, как сказал бы Махмуд Асамбаев. Тамара Яндиева – это нежный и проникновенный голос Кавказа. Во всем многообразии песен на стихи известных кавказских поэтов Хамкоева, Плиева, а также на собственные стихи и музыку среди мелодий всех национальностей Кавказа сегодня в ее творчестве особое место занимают ингушские народные песни. Песни старые и новые, песни забытые или, напротив, всеми любимые и популярные. Многим из этих мелодий Тамара помогла своим удивительным голосом и своим талантом обрести новую жизнь. Именно в ее исполнении песни народов Кавказа полюбились людям и прижились, а не канули в лету. И одной только этой работы кому-то хватило бы на целую жизнь. Но воспевать красоту восточной культуры и ее уникальные традиции Тамара Яндиева начинала в кинематографе. Она вывела на экран целую череду трепетных и романтичных, исторических и героических, а также волшебных персонажей, завоевав признание первой кинокрасавицы Востока. Разнообразие созданных образов сделало актрису национальной героиней не только в Ингушетии, в Чечне, Абхазии, Осетии, но и Узбекистане, Таджикистане, Азербайджане, Казахстане, Киргизии. И уже в одном перечислении бывших союзных республик, ныне самостоятельных держав, чувствуется мощь великой страны, откуда все мы родом. Патриотом которой считает себя Тамара Яндиева и посвящает свой талант, свою красоту стране и народу, откуда все мы родом. Дорогая Тамара, сегодня в твой адрес пришло огромное количество поздравительных телеграмм. Позволь мне зачитать некоторые из них. Уважаемая Тамара Хаважевна, от имени Министерства культуры и творческой интеллигенции Республики Ингушетия сердечно поздравляю вас с присвоением звания заслуженной артистки Российской Федерации. Вас знают как актрису и певицу, наделенную ярким самобытным талантом, внутренней силой и обаянием. Каждая ваша роль на театральных подмостках и в кино, выполненная с виртуозностью мастера и полной самоотдачей, оставила добрый след в сердцах поклонников вашего таланта. Министр культуры Ингушетии Якуб Патиев. Тамара Яндиева является одной из ярких актрис, с именем которой связаны многие страницы национального театра и кино. Ее блистательная роль в фильме «Бабек» получила признание не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами. Желаю юбиляру крепкого здоровья, вечной творческой молодости, больших успехов и благополучия. С уважением, министр культуры Азербайджанской Республики Абульфаз Караев. Своей многогранной деятельностью Тамара Яндиева внесла несомненный вклад в развитие современного искусства Ингушетии. Талантливая и яркая личность, она сыграла десятки ролей в художественных фильмах, созданных на многих киностудиях Советского Союза, в том числе и на Северо-Осетинской студии телевидения. Искренне желаю Тамаре Хаважевне вдохновения, новых творческих удач, верных поклонников, добра, благополучия, гармонии в профессиональной и личной жизни. Министр культуры Республики Северная Осетия Алания Фатима Хабалова. Уважаемая Тамара Хаважевна, примите мои искренние поздравления по случаю вашего юбилея.
Это знаковое событие в культурной жизни всего российского общества и хороший повод выразить свое восхищение вашим незаурядным талантом. Ваш нежный, чарующий голос придает особую красоту национальным песням. Мы вас любим, мы вами гордимся вашими успехами на поприще культуры и искусства. Желаю долгой творческой деятельности. Министр культуры Чеченской Республики Дикалу Музыкаев. Уважаемая Тамара Хаважевна, получив блестящую школу актерского исполнительского мастерства, вы внесли личный вклад в развитие культуры не только Республики Ингушетия, но и всего Северного Кавказа, обогатив тем самым палитру российского искусства. От всей души желаю вам творческого вдохновения, новых высот в искусстве, которому вы посвятили всю свою жизнь. С уважением, министр культуры Кабардино-Балкарской Республики Руслан Фиров. Сейчас, чтобы поздравить ее, выходит человек, имя которого, фамилия которого для всего войнахского народа – это некий символ. Народный артист Чеченской Республики, народный артист Республики Ингушетия, композитор, исполнитель Али Демаев. Спасибо, Володя. Салам алейкум, Среди Хилшин. Сегодня моя сестра Тамара отмечает свое 30-летие. Я не ошибся, ибо ее жизнь – это ее творчество. И в этом творчестве 30 лет – это малая малость того, что она еще сделает. Она радует нас, радует не только ингушей, чеченцев, радует Кавказ, огромную нашу Россию и радовала еще во времена славного Большого Советского Союза. Ее талант и обаяние не мне хвалить, я всего лишь могу подписаться под всеми этими указами и под всеми добрыми пожеланиями, которые сегодня уже сказали и скажут мои коллеги. Вот. И я думаю, что сегодняшний праздник Тамары, он показателен. Это праздник наш общий. Вот. Друзья, выбор моей песни, которую я сейчас с удовольствием спою, был определен нашей звездой. И эта песня посвящается самой чистой сердцем и душой моей сестре Тамары Индиевой. Горянка! Когда горянка в круг выходит и только руки разведет, со стройным станом ее спорят вершины гор и птиц полет. Со стройным станом ее спорят вершины гор и птиц полет. Танцор подтянут, словно струнка, в его движениях простор, и в танце огненном лезгинка ведет безмолвный разговор. И в танце огненном лезгинка ведет безмолвный разговор. Люблю я танец твой, горянка, и твой торжественный наряд пленяет сердце без остатка твоих очей прекрасных взгляд. Пленяет сердце без остатка твоих очей прекрасных взгляд. Друг друга взглядом лишь касаясь, их танец с музыкой парит,
в поэму воплощаясь, как страстный диалог звучит. Дуэт в поэму воплощаясь, как страстный диалог звучит. Люблю я танец твой, горянка, и твой торжественный наряд пленяет сердце без остатка твоих очей прекрасный взгляд. Пленяет сердце без остатка твоих очей прекрасный взгляд. Чарует все нас в этом танце, задор, свобода, красота. Вот так в войнах и на Кавказе танцуют танец свой века. Вот так в войнах и на Кавказе танцуют танец свой века. Твой, горянка, и твой торжественный наряд пленяет сердце без остатка твоих очей прекрасный взгляд. Люблю я танец твой, горянка, и твой торжественный наряд пленяет сердце без остатка твоих очей прекрасных взгляд. Пленяет сердце без остатка твоих очей прекрасных взгляд. Есть на Кавказе одно несказанной красоты место – Дарьяльское ущелье, воспетое Лермонтовым. Все в этом благословенном уголке пропитано духом красоты и гармонии, духом творчества. Во всем живут музыка, поэзия и величие духа человеческого. Поэзия живет в быстром течении горных рек и ручьев, неповторимая музыка в чистоте родников, мудрость народа в строгом величии гор. Недаром Дарьял словно магнитом притягивал к себе много творческих личностей – поэтов, художников, музыкантов. Именно здесь и начиналась первая сказка Тамары Яндиевой. Годовалой привезли ее родители в Дарьяли, так назывался санаторий на тогда еще грузинской территории, куда семья Яндиевых приехала после ссылки из далекой Караганды. Дарьял встретил семью Тамары радушно, с истинно грузинским гостеприимством. Работники санатория предоставили и кров, и работу главе семейства Хаважу Яндиеву. Отец был до конца дней благодарен главному врачу санатория Бачиашвили Георгию, который был соседом по коттеджу и большим другом семьи. Санаторий утопал в цветах, все было наполнено ароматом трав, деревьев, солнцем, даже воздух был пропитан атмосферой чистоты и красоты окружающей природы. И вся эта красота была создана благодаря заботливым рукам Софьи Филипповны Волошенюк, соседки, цветовода и фотографа. Все фотографии того времени сделаны ею, и мы можем видеть, как выглядел ранее санаторий Дарьяли, переименованный в Армхи после восстановления Чечено-Ингушской республики. Недаром отдыхать и лечиться сюда приезжали знатные люди из крупных городов Москвы, Киева, Ленинграда. В доме Яндиевых зазвучала музыка. Отец привез с собой большую коллекцию грампластинок, которые в свободную минуту слушали всей семьей, затаив дыхание. Оттуда звучали волшебные классические мелодии, а также красивые голоса исполнителей песен того времени.
Но самым главным в этом волшебном месте было то, что из окна их дома на той стороне ущелья были видны родные старинные ингушские башни. Казалось, что стоит протянуть руку, и башня поместится на ладошке. Каждый день Тамара и ее сестры смотрели на эти башни и просили рассказать взрослых о том, как жили их предки. Именно туда состоялось первое путешествие Тамары, о котором ей с большим чувством рассказывали родители, потому что она сама не могла этого помнить. Ей было слишком мало лет. Именно у подножия этих башен приобщили они девочку к родной земле, подняв на руках высоко к солнцу. И сердце ее с того момента принадлежит родной земле и родовым башням Эрзи, орлы в переводе с ингушского. В санатории, где работал отец Тамары, часто давали концерты, которые семья, конечно же, не могла пропустить. Это были праздники, волшебные вечера с выступлениями известных столичных артистов в ярких костюмах с блестками и большими цветами. Казалось, что эти необыкновенные люди пришли прямо из волшебной сказки, и вот-вот появится добрый волшебник, который исполнит самые заветные желания. Обитатели санатория любили живую и общительную большеглазую девочку, которой сразу же дали прозвище «артистка», ведь ей так нравилось повторять увиденные на концертах номера, и она, встав на пенек, любила исполнять модные тогда песни о геологах, об ангаре, и ее сердечко прыгало от радости, когда раздавались аплодисменты. А еще она расспрашивала отдыхающих о других городах, о кремлевских башнях, о необыкновенных красотах города на Неве, который в ее воображении был сказочным городом-дворцом с величественными зданиями и множеством мостов. Иногда с гор спускались хевсуры, грузинские горцы, жившие только натуральным хозяйством. Они меняли красивую вязаную одежду с вышивками на продукты и керосин. Девочке они казались добрыми великанами, которые, как сказал отец, живут еще выше их, почти под облаками. В доме Яндиевых бывали необыкновенные гости. Каждая встреча с ними долго еще потом вспоминалась как праздник. Когда Тамаре было 3 года, она любила гулять с Идрисом Базоркиным. Как только Тамара видела у порога своего дома самые большие в мире туфли, то бежала в комнату к дяде Идрису, и они отправлялись гулять. А иногда Идрис Базоркин забирал Тамару к себе на дачу за ландышами. Ранее эту дачу Сталин подарил любимому своему артисту МХАТа Николаю Баталову, дяде Алексея Баталова. Во время прогулок Идрис рассказывал интересные истории об ингушах, о культуре их народа, читал стихи. Именно тогда девочка обратила внимание на его красивую речь, и она всю жизнь старалась говорить красивым, правильным и образным языком, который так завораживал ее в детстве. Позже именно Идрис Базоркин сыграл решающую роль в судьбе будущей актрисы, сумел убедить семью в необходимости ее обучения. Дружба Тамары с Идрисом сохранилась на всю жизнь. Он был ей советчиком и наставником. Бывал в доме и слепой музыкант, народный ашук Идрис Цицкиев. Его звонкий голос, чарующая мелодия с первых же аккордов захватывала дух у слушателей. Играл Идрис Баскурович на всех струнных инструментах – скрипки, балалайки, чхондирг, домбри. Тамаре так нравился его чистый голос, а игра на чхондирге завораживала. И она повторяла и заучивала мелодии, которые напевала потом, стараясь взять такие же чистые ноты, как у ашуга. А звук народных инструментов всегда напоминает о той самой первой сказке Тамары Яндиевой. Приезжал к отцу Тамары Джамалдин Яндиев, который являлся не только родственником и другом, но и одним из талантливейших ингушских поэтов, которого еще при жизни признали классиком ингушской литературы. И тогда в доме музыкой звучала родная речь, читались стихи, которые запомнились на всю жизнь. Махмуд Исамбаев, который тогда находился в начале своей мировой славы, бывал в гостях у семьи Яндиевых, когда приезжал с концертами в санаторий. Он запомнился девочке своей грацией и жизнелюбием. А потом появился добрый волшебник, настоящий. С его приездом в жизни девочки многое поменялось. Она как будто ступила на трудную дорогу, которую увидел духовный лидер и провидец, дорогу в мир искусства. Тамаре было 5 лет.
человек, подробности о котором она узнала гораздо позже, навсегда в ее памяти остался волшебником. Для взрослых он был одним из духовных лидеров вайнахского народа Багауддином Арсановым. Высоко чтя это имя, люди называли его просто Баха. Сын шейха Дени Арсанова, как и все семьи потомка-основателя вайнахского братства, вирдов, был окружен почитанием со стороны всех слоев общества, от крестьянина до руководителей партийной номенклатуры. Именно в тот самый приезд он сумел договориться об амнистии для последнего абрека ингуша в этих горах. Но для маленькой девочки он был именно волшебником. Он приезжал в их дом каждый день в течение недели. Когда он говорил, то лица всех окружающих просветлялись, они становились добрыми, обретали надежду, начинали верить в самое лучшее. Он читал мысли, и все происходило так, как он говорил. Именно он угостил Тамару таким желанным и недостижимым заморским апельсином, предназначенным только для высокого гостя, тем самым, который она тщетно целый день выпрашивала у тети. Он с первой минуты прочел это желание у девочки в глазах и пристыдил тетю, сказав, что отказать ребенку в его малом желании – обеднить самого себя. А этот сияющий солнцем апельсин и был наивной детской мечтой тогда. В памяти девочки это осталось чудом, одним из многих чудес, которые случались рядом с удивительным человеком постоянно. Каждый день Тамара встречала его по приезду, радостно бросаясь к нему и поверяя ему свои маленькие детские тайны и истории, а он доставал из-под сиденья УАЗика кулек конфет, раковых шеек и угощал понравившуюся ему искреннюю и звонкоголосую девчушку. Уезжая, он сказал родным, что Тамара непростая девочка, и от нее будет много красоты и радости окружающим. Когда же он уехал совсем, то оставшиеся 3 конфеты взрослые разделили на всех, а фантики положили в Коран. И долгое время к Тамаре взрослые относились по-особенному, прощая ей все ее шалости. А еще в жизнь девочки именно тогда, в детстве, вошел кинематограф. Летом каждый день на открытой площадке крутили фильмы. Больше всего запомнились фильмы с Чарли Чаплиным, Марлен Дитрих и индийский хит «Бродяга» с Раджи Капуром. Тогда Тамара еще и представить не могла, что будет поздравлять его с днем рождения во время съемок на его киностудии, а партнером по фильму будет сын Раджи Капура Риши. Первая сказка Тамары Яндиевой закончилась, когда семья переехала в новый дом. Семья уехала жить в Яндиево, позже дачное, где пришлось обустраиваться заново на голом месте. Но красота Дарьяла на всю жизнь стала отправной точкой и главной мелодией творческого пути Тамары Яндиевой. А потом были будни, интернат с суровой дисциплиной. Но и там Тамара не переставала быть маленькой артисткой, побеждая на конкурсах художественной самодеятельности среди школьников. Мечту стать артисткой она таила глубоко в себе, потому что для нее родители готовили совсем иной путь. А о том, чтобы ослушаться родителей, не могло быть и речи. Но судьба опять все повернула по-иному. В столице Чечено-Ингушетии, городе Грозном, был Чеченский национальный театр, но на самом высоком уровне страны было решено создать еще и Ингушский театр. Именно для отбора молодежи на обучение в своем актерском классе в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии и приехал в Ингушетию мастер сцены и кино Василий Васильевич Меркурьев, всенародно любимый и знаменитый народный артист Советского Союза. Отбор проходил в несколько туров. Тамара успела попасть на прослушивание только на 3-й тур, но сумела настолько понравиться отборочной комиссии, что ее допустили к показу самому Меркурьеву. О том, как удалось Тамаре получить родительское благословение на обучение актерской профессии, можно написать целый роман. Здесь в ход пошли мольбы, слезы, проклятия и запугивания со стороны родственников и заступничество со стороны мамы, сестер, партийных и государственных органов. Вовремя подоспела помощь Идриса Базоркина, отца известного кинорежиссера Суламбека Мамилова и самого Суламбека. Но определяющей оказалась личная встреча с Василием Васильевичем Меркурьевым на прослушивании. Тамара ему понравилась сразу. Живая, подвижная, обладающая красивым голосом и тембром речи, с огромными выразительными глазами. Он ей сказал сразу, что она может считать себя зачисленной на его курс. Так вошел в жизнь Тамары еще один добрый волшебник. Мастер и человек с большой буквы, учитель,
добрую память о котором она пронесла через всю свою жизнь. Когда я уезжала в Ленинград, у нас стоял точно такой же вопрос, когда собрались родственники папины и сказали: как ты можешь ее одну пустить в Ленинград, еще в театральный вуз? Подумал об этом, мой отец сказал мне и им сказал: я очень хорошо знаю свою дочь, я глубоко ей доверяю. И я знаю, что если бы я ее сейчас отправил в армию, и она оттуда пришла бы такой же точно, какой она туда ушла. Вот эти слова, они были самыми сильными за всю мою жизнь. Впереди был сказочный город ее детской мечты – Ленинград. Новая сказка входила в ее жизнь, но чтобы попасть в нее, надо было очень многое преодолеть. Всю жизнь Тамаре Яндиевой приходилось бороться, отстаивать свое право заниматься актерской профессией. В этом месте, наверное, я, как и вы, увидел, услышал многоточие. Потому что от истоков жизни, от самого начала к дню сегодняшнему простирается вот этот путь, который прошла наша Тамара. Давайте сделаем следующим образом. Вот сейчас должна появиться она на сцене. Хоть она на эту сцену не раз уже выходила, и сегодня уже выходила, когда ей вручали самое высокое почетное звание заслуженной артистки страны, но еще в таком звании она не была представлена для того, чтобы спеть свои песни. Для меня это высокая честь. Вы меня поддержите, тем более, что звучит это потрясающе. Заслуженная артистка Российской Федерации Тамара Яндиева. Епсерке пут ештех кырчу узыш, мылелы курыкант махорка узыш. Епсерке пут ештех кырчу узыш, мылелы курыкант махорка узыш. Амьойр асо, амлеер асо, затище буни, амигр асо. Амьойр асо, амлеер асо, затище буни, амигр асо. Мерях шокетыш сачуха мае, сухди абег мому халилозыш, лилыр хавозыри астыраш вызырь. Сухди абег мому халилозыш, лилыр хавозыри астыраш вызырь. Амьойр асо, амлеер асо, затиче буни, амигр асо. Амьойр асо, амлеер асо, затиче буни, амигр асо. Епсерке пут ештех кырчу узыш, мылелы курыкант махорка узыш. Епсерке пут ештех кырчу узыш, мылелы курыкант махорка узыш. Амьойр асо, амлеер асо, затиче буни,
Коколсон Маснен. Яхал. Сейчас я выпустила второй диск, продолжение старинных ингушских народных песен. И вот эти песни, которые я сейчас исполню, и первая песня, тоже это новые песни из этого диска, которую я назвала «Лирдога Малх». А сейчас в этом зале находится удивительная женщина. Она племянница моего любимого, доброго волшебника детства Баха Арсанова. Это Аусова Марет Юсуповна. Она очень большая любительница песен. И эту песню, которую я сейчас исполню, я посвящаю ей. Сейчас я вам исполню старинную ингушскую песню «Заяцер».
حافظ سيري زوياتر حديق بيزر أمجان يترسو الحاج جابي الخشيبة أو حاج جابي الخشيبة يوخ حينك يردوك سو بيزل مخياني حونا الحاج جابي الخشيبة أو حاج جابي الخشيبة يوخ حينك يردوك سو بيزل مخياني حونا Сыйнана, безе çok yolışlık yana, yolcu tuğur sirde yolış. Bergiş lazır fıdıkatsu, dege lazır fıdıkatsu. Yarı katsı soya sanana, безе çok soyalır biti. Dege lazır fıdıkatsu, bergiş lazır fıdıkatsu. Yarı katsı soya sanana, безе çok soyalır biti. Soyatır hadi gaveza, amganı yitırısı. Soyatır ha xoza eğri, soyatır ha xoza seyri. Soyatır hadi gaveza, amganı yitırısı. Soyatır ha xoza eğri, soyatır ha xoza seyri. Soyatır hadi gaveza, amganı yitırısı. Soyatır ha xoza eğri, soyatır ha xoza seyri. Soyatır hadi gaveza, amganı yitırısı. Barkos olmasın. Ve barigudu. Заслуженная артистка России Тамара Яндиева. Я вот держу целую стопку приветственных адресов, которые хотел бы передать, но вначале имею поручение их огласить. Распоряжение председателя Народного собрания Республики Ингушетия за большие заслуги в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд в области культуры в связи с 30-летием творческой деятельности наградить почетной грамотой Народного собрания Республики Ингушетия заслуженную артистку Российской Федерации, заслуженную артистку Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, Абхазии, народную артистку Республики Ингушетия Яндиеву Тамару Хаважевну. Как раз цветы с распоряжением, хорошо. Держите, это оригинал распоряжения. Вот это почетная грамота, которой Тамара награждена, красиво даже со сцены. А теперь в ее новой квартире место под эти грамоты, которых у нее огромное множество, а это будет на первом месте, наверное. И приветствие президента Ингушетии, оно найдет свое достойное место. Тоже держи. Здесь приветствие от депутатов Народного собрания Республики Ингушетия. Я так много наговорил, думаю, вот интересно, войдем к ней на новоселье, а у нее одни сплошные почетные грамоты. Я думаю, что ингуши не позволят. Мы войдем, чтобы там обстановка была соответствующая таланту. Спасибо большое за поддержку. Благодарю. Вот это хотел... Теперь я свободна, Володь. Да? Я свободна уже, да? Нет, не свободна, потому что от любви, от почитания, от аплодисментов, от желания видеть и слышать тебя ты не будешь свободна никогда.
Спасибо, это моя мечта. Но поскольку мы все-таки тебя еще хотим услышать, то мы тебя отпускаем на некоторое время. Благодарю. Спасибо большое. Для того, чтобы пригласить на сцену тех, кто будет, наверное, мог бы Тамару, как некоторые коллеги спросили, где кресло для Тамары? Я сказал, ей всего 18 лет. Какое кресло? Вот когда через 100 лет будем отмечать ее юбилей, мы вынесем ей золотой трон. Сейчас на сцену выходят коллеги Тамары, которые когда-то потрясли и поразили ее мелодикой музыки. Сейчас этот замечательный коллектив, выходя на сцену, представляет наш братский народ Грузии. Ансамбль «Багратия». Zetsa soviga, zetsa nache,
Slavips gamove pare, halalali, halalalo, pare se kaci moje gazavna, halalali, halalalo, akto I gavarana ranache, halalali, halalalo, halalalo, da varislalo banevo, halalali, halalalo, halalalo, da varislalo. Браво! Браво, группа Багратио. Я очень горжусь дружбой с этим талантливым квартетом. И я благодарю вас за удивительно красивую грузинскую народную песню. Но я так хотела бы услышать в вашем исполнении ингушскую народную песню. Как вы думаете, это возможно? Возможно. Ну, Кзар. Легко, легко. Легко? Тем более для вас, ребята, прекрасная аудитория. حسين خيتي تستكو دلوخن صحوت سوغك بالدريدا دادا صحوت سوغك بالدريدا دادا Астаку долвахына, хусу цававичи, хычерчары вахына, сохычи вагоге дарида, дада, сохычи вагоге дарида, дада. хычерчары вахына, хохычи ваих, чичари луцы захына, холот совогек بالدريدا дада, холот совогек بالدريدا дада. Чарилуцы закына, соллацы хавичи, сины хокы вахына, сосигул вагоге дарида, дада, сосигул вагоге дарида, дада. Hosigl vayach arjmur khvachn sodukh logek vedarida da sodukh logek vedarida da Ажмур хвахына, ходу хвавичи, бяц буртель гвахына, соляты южеге дарида, дада, соляты южеге дарида, дада. бяц буртель гвахна холяты ежичи ти боргл вахна хобак свогек vedarida da хобак свогек vedarida da Ти боргл вахына, соба хавичи, тикндари вахына, сотикач южеге дарида, дада, сотикач южеге дарида, дада. Чежичи дашвак чувахна хоет согек vedarida da хоет согек vedarida da Дасу ахтивахына, сояцы хавичи, шилы да хвахына, сокастю южеге дарида, дада, сокастю южеге дарида, дада. Шилы да хвахна хокастю ежичи кеймерчи вахна сахоге харчик vedarida da сахоге харчик vedarida da hayulaha Группа Багратио. Я думаю, для вас всех это был большой сюрприз. Спасибо, ребята. И все же Тамара прыгала на ходу в уходящий поезд Грозный-Ленинград с семейного благословения. Ленинград, город-мечта,
встретил будущих студентов всеми своими красотами, дворцами и парками, мостами и музеями, и Тамара почувствовала себя гордой тем, что будет жить и учиться в знаменитом институте лгитмики. Театр, мечта всей ее жизни, с каждым курсом становился все ближе. Курс народного артиста СССР Василия Васильевича Меркурьева несколько отличался своей направленностью от других актерских курсов. Василий Васильевич был женат на Ирине Всеволодовне Мейерхольд, дочери всемирно известного режиссера Мейерхольда. Попав в их квартиру первый раз, Тамара больше всего была поражена фотоальбомом, из которого на нее смотрели близко знакомые Меркурьевым Сережа, Володя и Саша. А для студентки Яндиевой это были всемирно известные поэты Сергей Есенин, Владимир Маяковский и Александр Блок, а также кинорежиссер Сергей Эйзенштейн, у которого училась Ирина Всеволодовна. На курсе она вела занятия по биомеханике. Акробатику преподавал главный режиссер Ленинградского цирка. Тогда будущим актерам казалось, что эти физические упражнения не главное, но с какой благодарностью вспоминали они потом учителей, научивших их в совершенстве владеть своим телом. На третьем курсе Тамара была дипломантом международного конкурса чтецов имени Яхонтова, а после успеха на институтском конкурсе вокалистов заведующий кафедрой музыкальной комедии добивался перевода Яндиевой на свою кафедру. В тот момент Тамара очень близко находилась от будущей карьеры опереточной героини. Тем более, что педагоги по вокалу настоятельно советовали ей пройти прослушивание в консерваторию. Но Меркурьев сказал, что лучше быть поющей актрисой в драматическом театре, чем поющим бревном в оперном. Так мастер определил всю ее дальнейшую карьеру. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты. Ну, а девушки? А девушки потом. Первым делом самолеты. Ну, а девушки? А девушки потом. В студенческие мастерские заглядывали многочисленные режиссеры из киностудий, но незыблемым правилом на курсе было табу на съемки в кино. Куратор курса Ирина Владимировна Чеснокова рассказала историю, как Марине Ниеловой пришлось уйти с предыдущего курса Меркурьева за то, что она нарушила страшный запрет. Однако летом, когда Тамара приехала домой на каникулы, в один прекрасный день старшая сестра тайком от всех увезла Тамару на северо-осетинскую киностудию. Режиссер попросил ее прочитать текст сцены какого-то собрания. Вскоре она была утверждена на роль. Тамаре не могло и в голову прийти, что это были кинопробы. За лето должны были снять все ее сцены. Однако комиссия из Москвы признала деятельность режиссера Измаила Бурнацева слишком смелой, потребовала убрать из фильма сатиру и юмор, а потом поменяла режиссера. Съемки отложились, надо было возвращаться в Ленинград. Заявив, что будет сниматься только у того режиссера, с которым и начинала работать, Тамара покинула съемочную площадку, правда, через окно. Год спустя, закончив лгитмик, она вернется к Измаилу Бурнацеву в другой фильм «Горская новелла», и уже без всяких кинопроб. Мне вот в моей профессиональной деятельности редко приходилось встречаться с актерами, которые так гармонично сочетали в себе драматическое искусство с искусством вокала и хореографии. И все это было в тебе, это было просто удивительно. Помню, как мы снимали первый в истории Чечено-Ингушетии художественный полнометражный телевизионный фильм «Горская новелла». Ты понимала все буквально с полуслова. У нас почти не было дублей, и твой талант в этой картине проявился чрезвычайно сильно, хотя это была твоя первая работа. После окончания лгитмика Меркурьев поговорил с руководителем ингушской группы о возможном приглашении Тамары в Александринский театр, где сам служил более 40 лет. Вопрос оказался весьма щекотливым, ведь если Тамара останется в Ленинграде, то ингушский театр мог оказаться без молодой героини.
Василий Васильевич предупредил Тамару о важном разговоре и стал дожидаться возвращения студентов из Болгарии, где они находились в поездке по обмену. Но важного разговора так и не состоялось. В день их возвращения Меркурьева не стало. Так для Тамары началась самостоятельная жизнь в творчестве. К сожалению, отец не дожил до окончания ее учебы, и в творческом становлении Тамара получала поддержку только мамы и сестер. Мама, замечательный мастер по пошиву костюмов, делала их для Тамары как для спектаклей в театре, так и для съемок в кино. Переехав с мамой и сестрой в Грозный, Тамара стала работать в театре. Некий посланник сообщил, что она должна сменить фамилию, чтобы не позорить род Яндиевых, и может взять фамилию матери. На что Тамара ответила, что носит фамилию своего отца, а не его родственников, и она гордо несла свою фамилию в сценической и кинематографической деятельности. И все же, если поведение строптивой ингушской девушки на родине воспринималось дерзостью и вызовом обществу, то за порядки, которые она устанавливала на съемках, ее называли «дикаркой». Выиграв очередные кинопробы, в первый же съемочный день Тамара объявляла, что целоваться не будет, раздеваться не будет, костюмы будет прорабатывать сама. А на вопрос, откуда взялось такое кино-Маугли, отвечала, что она из Чечено-Ингушетии, и ей туда еще предстоит возвращаться. Даже такому маститому режиссеру, каким был народный артист СССР Шухрат Аббасов, пришлось смириться с тем, что присланный костюм из спектакля Большого театра «Бахчисарайский фонтан» был заменен на костюм, сшитый мамой Тамары, который не выходил за рамки приличий. И сегодня Тамара выходит на сцену в платьях, сшитых исключительно мамой. Полагаю, что эти аплодисменты адресованы нашей Тамарочке. И полагаю, что аплодисменты, которые сейчас прозвучат и как знак благодарности ее маме, которая всегда поддерживала и всегда будет поддерживать свою любимую Тамарочку. К этому смею добавить, это еще одно поздравление, будет сейчас поздравление не только от подруги, не только от близкого по духу человека, не только от коллеги. Не буду рассказывать дальше историю, потому что, наверное, все скажет она сама. Скажу, что это известная артистка, известная актриса, народная артистка Ингушетии Любовь Исмурзиева. Встречайте ее аплодисментами, как подобает встречать гостей и родных людей. Седик Хельшин. Добрый вечер. Тамара, Тамарий, Тхахамсера, уважаемая, Еза, дорогая, есть сестра. Сегодня в день юбилея такого замечательного праздника я от имени и по поручению всех наших однокурсников, от нашего первого театрального режиссера, проживающего сегодня в Германии, Бекова Мустафы, от наших ныне народных артистов Кадзоевой Айшет, Гайсанова Султана, Булгучева Хажбекара, Заурова Батыра, Албагачиевой Заремы, Доскиева Батыра, Тхостова Мурада и от наших коллег Костоева Башира, Кадзоевой Дугурхан и от всех наших однокурсников, от моих голландских и немецких коллег и друзей, всех не перечислишь. Прими наши искренние поздравления и наилучшие пожелания. Я думаю, вам всем будет приятно, если я напомню сегодня, потому что сегодня на экране я сама со слезами радости увидела нашего мастера. И наш уникальный курс, начиная с первого дня, вспоминая те прекрасные студенческие годы, все наши правительственные концерты дошли до Камчатки, в Болгарии, везде, перед американскими актерами. Мы начинали все концерты с гимна курса.
где мы слова написали на музыку «Плыла, качалась лодочка» из кинофильма «Верные друзья». И я думаю, что Тамаре сегодня будет очень приятно это, если я напомню. Артистами народными мы можем и не стать, но все же нас меркурьевцами будут называть. Но сегодня Тамара, одна из нас, стала не только народной, но она сегодня действительно получила такое высокое звание, получила, что мы все разделяем ее радость. А теперь я вообще приглашена по поручению, по просьбе Тамары прочитать ее любимые стихи нашего замечательного ингушского поэта Герихана Гагиева. Беттелбиса. Беттелбиса лактор. Сетка белок эжер. Шейцы юага чунга. Изгадваха хежер. Куряй хасуна рязывалыш юахар. Воку естухулыш безами садуахар. Цугадвахач ога цунбука килтхекар. Воку халатсахожиш. Паргиш лахт леқыр. Цақиячиче куаня хайылыр шорты. Вош куаялырт аққы халатс эймеш орты. Царбинычин яқақ ожмыйлыш тамыш. Ызвар солса жамарс. Вош цунейны гамыш. Дорогие друзья, уважаемые гости, советник по культуре посольства Азербайджана Нигар Ахундова. Добрый вечер, уважаемый господин президент. Добрый вечер, уважаемая госпожа Тамара, дорогие друзья, дамы и господа. На мою долю сегодня выпала чрезвычайно приятная миссия поздравить Тамару Ханум от лица чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации господина Поладу Бюльбюль-Оглы. К сожалению, он не смог лично присутствовать на этом концерте, но просил меня передать самые наилучшие пожелания, и, если вы позволите, я зачту этот небольшой адрес. Уважаемая и дорогая Тамара Ханум, именно так, с большим уважением и в лучших азербайджанских традициях, мне сегодня хочется обратиться к вам, славной дочери ингушского народа, заслуженной артистке России, заслуженной артистке Чечено-Ингушской Республики, заслуженной артистке Абхазии, заслуженной артистке Северной Осетии, народной артистке Ингушетии Тамаре Яндиевой. Одно только перечисление ваших званий может дать представление о том, что вы являетесь национальным достоянием не только ингушского народа, но и всего Кавказа, всей многонациональной России. Людям разных национальностей близки и дороги созданные вами образы в кино и на сцене. Хорошо помнит вас и азербайджанский зритель по фильмам студии «Азербайджан-фильм», на которой и началась ваша кинематографическая карьера. Это героиня фильма «Шахназ» в киноленте «Я еще вернусь» и Парвин в исторической киноэпопее «Бабек». Мне особенно приятно говорить сегодня о фильме «Бабек», поскольку работа над этим фильмом, которому я написал музыку, является для меня одной из самых дорогих страниц творчества. В этот замечательный день, в этот юбилейный день мне хочется пожелать благополучия, здоровья, неиссякаемой энергии и творческого долголетия. С самыми добрыми пожеланиями чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль-Оглы. Спасибо. Я также хочу от своего имени передать Поладу Бюльбюлевичу большую признательность за высокую честь, которую он мне оказал своим поздравлением.
Некоторое время назад мы благодарили аплодисментами маму Тамары, которая участвует всегда в жизни дочки, будучи ей советчиком в самых важных делах и давая ответы на самые важные вопросы жизни, но и работая над имиджем, как теперь принято говорить, над образом. Есть еще одно поздравление, оно должно было сразу именно маме прозвучать. На сцену выходит элегантный джентльмен, и песню, которой он поздравляет Тамару, он адресует маме, ее маме, всем мамам, всех, кто находится в этом зале. Вячеслав Ольховский. Столько сердец и тепла, и признаний, мама. Только ты во вселенной одна. С давних детских лет ты пела со мной песни «Добрый свет». Было в тебе одно небо и листва, травы и цветы, первые слова мне дарила ты. Мама, в мире столько друзей и людей, и свиданий, мама. Только ты во вселенной одна. И за 100 морей ты меня ждала радостью моей. Счастлива была, а когда пути грустно встречу шла, горести мои ты себе брала. Столько тревог и разлук, и печали, мама. Только ты во вселенной одна. Ты в душе моей добрый свет зажгла. В мире нет родней этого тепла, снов твоих ночных, слов твоих простых, глаз твоих родных, губ твоих святых. В мире столько дорог и надежд, и скитаний, мама. Откуда ты? Что, испугалась? Как тебя звать? Здравствуй, Камачич. Здравствуйте, господин. Это дочь моего пасечника.
Хасана. Слушай, завтра в Чиры придет пароход. 2 брата с солью. Везет Беляков. У него для нас очень важные документы от Нестора. План восстания. Один из наших, Даур, уже там, в Ачамчирах. Он здесь был. С Арменом, помнишь? Помню. Дальше. Даур будет на пристани с 8 до 9 утра с удочкой. Передай Дауру пароль для Белякова. Соль. На козу не поменяешь? Ответ. Полмешка дам. Ты чего? Пароль смешной. Ладно. Все. Оденься, барышни. Так безопасней и надежней. Здравствуй, Даур. Здравствуй. Можно тебя на минутку? Прощай. А почему прощай? Лучше до свидания. Ну, до свидания. До свидания. Извини, Каматич, но тебе придется пройти с нами. Прошу. Я очень сожалею, Комачич, что ты скрываешь от нас своих друзей. Но нам придется заставить тебя вспомнить их. Мне жаль твоего отца, старого Хасана. Езжайте, охрана догонит вас. Не верю, чтобы ты была заодно с этими бандитами. Это несправедливо, слышишь? Они запугали тебя. Да. Но не молчи же. Пойми, если ты будешь молчать, я не смогу тебя спасти. Ты еще не знаешь, князь, он способен на все. Но не молчи же, не молчи! И мы вновь возвращаемся к теме кинематографа, который стал частью яркой, частью жизни Тамары Яндиевой. Сегодня своим присутствием нас почил известный, знаменитый российский кинорежиссер Юрий Викторович Кара, которого мы аплодисментами попросим выйти сюда на сцену. Мне обещали, что покажут кадры из фильма. Я надеюсь, их покажут, где Тамара принимает участие. Но так случилось, что мы встретились немножко раньше. Мы встретились на кинопробах фильма по повести прекрасного абхазского писателя «Чегемская Кармен». И Тамара просто заворожила меня своей красотой, талантом, всем. И я только с ужасом смотрел и думал, ну как же так, ведь образ Кармен – это достаточно порочная девушка, а я не видел ни капли порока в ее глазах. Это, как сказал поэт, действительно чистейший, прелести чистейший образец. Это была та чистота, которая ни капли не была опорочена ничем. Я задумался, решил и пригласил ее на следующий фильм. И она действительно украсила своим талантом, своим танцем, своим обаянием нашу картину. И я сейчас смотрю на нее, просто восхищаюсь ей. И был бы очень рад, если бы она еще раз
приняла участие в моем новом фильме. Спасибо. Я с удовольствием. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, что вы пришли меня поздравить. Для меня это большая честь. Спасибо вам просто от всей нашей республики. Спасибо. Да, я думаю, сегодня с фильмом «Пиры Валтасара» или «Ночь со Сталиным» у нас не последняя встреча, потому что сюда приехали и артисты, которые снимались в этом фильме, из солнечной Абхазии. И я думаю, Я мы надеюсь, что обязательно вы их увидим. опять станцуете с ним. Мы постараемся. Будем ждать. Спасибо большое. Еще раз от души поздравляю и долгих-долгих лет творчества, жизни и любви. Спасибо вам огромное. А где же товарищ Сталин? Вон товарищ Сталин. Где? Говорит со всесоюзным старостой Калининым. Да. Это кто? А это жена Берии. А рядом сам Лаврентий Павлович. Видишь? Оказывается, Ворошилов тоже маленький. Все вожди маленького роста. Сталин, Ворошилов, Берия, Лакоба, Калинин. Тебе быть, Сандро, за таким столом тамадой? Да нет, тамада наш Нестор Лакоба. А может быть, Берия? Да нет, видишь, он во главе стола с женой. Сарией. Сталин его всегда выбирает, он же его любимчик. Может, пригласим их за стол? Как скажешь, дорогой Нестор. Я только гость. Что? Что он сказал? Лаврентий. Что? Попроси свою жену потанцевать. Нет, я не умею. Сарью просим. Ну, я же говорила. Сарью просим. Сарью просим. Просим. Лаврентий, оказывается, глухой не только в кадрах разбирается. Нестор, вспомни про мальчишку. Я тебя очень прошу. Если бы ты знала, как я ненавижу все это. Однажды это уже плохо кончилось. Прекрасно, прекрасно. Посади его за стол. Господи. Ну, успокойся, успокойся. Все уже закончилось. Все, слава богу, кончилось. Все. Товарищи, подвиньте, пожалуйста. Скажи, чтоб начал.
очень его любима. Хорошо. Вот я уже полюбил глухого, и я знаю, что Берия его сожрет. Но я не могу ему ничего, потому что он мне нравится. Власть — это когда никого нельзя любить. Потому что не успеешь полюбить человека, как сразу начинаешь ему доверять. Но раз начал доверять, рано или поздно получишь нож в спину. А я думал, что танцы продолжаются. Ну что ж, я думаю, что это обязательно случится, но прежде те, кто представляет Республику Абхазию, конечно же, наверное, выйдут на эту сцену. Я думаю, что приглашение мы им аплодисментами должны обязательно сделать. Мне сказали, что в зале министр культуры Абхазии, потому что то, что сделала Тамарочка, будучи заслуженной артисткой Абхазии, то, что она сделала, как она показала прекрасную горянку, я полагаю, что это заслуживает слов, которые должны сегодня в этом зале обязательно прозвучать. Добрый вечер, спасибо. Добрый вечер, мы рады вас приветствовать и видеть сегодня. Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые дамы и господа, уважаемый президент Республики Ингушетия. Мы рады, что сегодня находимся на этом замечательном празднике. Мы только что с вами увидели отрывки фильма «Перей Валтасара» или «Ночь со Сталиным», снятым великим кинорежиссером Юрий Кара. Вот он здесь выступал, я еще раз хочу поприветствовать его. Но не менее великая актриса создала образ Сарии, жены Нестора Лакоба, лидера национально-освободительного движения Абхазии 20-30-е годы. Спасибо ей за это. Ну, сейчас я хочу выполнить приятную миссию, адресную телеграмму поздравительную прислал президент Республики Абхазия Сергей Васильевич Багапш. Народной артистке Республики Ингушской Республики, заслуженной артистке Республики Северная Осетия Алания и Республики Абхазия Яндиевой. Уважаемая Тамара Хаважевна, от имени руководства Республики Абхазия поздравляю вас с замечательным юбилеем. Вы принадлежите к плеяде замечательных артистов, которые своим талантом прославили культуру и искусство нашего Кавказа. Вы стояли у истоков создания Ингушского драматического театра, создали десятки ярких кинообразов, которые принесли вам славу и любовь и почитание зрителей. Любовь и уважение абхазских кинозрителей вы завоевали, сыграв роль Камачич в фильме режиссера Марка Ковалева «Колокол священной кузни» и создав образ Сарии, супруги Нестора Лакоба в исторической кинодраме режиссера Юрия Кары «Перей Валтасары» или «Ночь со Сталиным», снятой по мотивам произведения Фазиля Искандера. Это не просто роли несуществовавших в реальной жизни героев, а чрезвычайно важный для нас исторический этап, люди, являющиеся неотъемлемой частью нашего исторического самосознания. Благодаря в том числе вам эти страницы абхазского трагического прошлого вновь ожили в сознании современников. Желаю вам, уважаемая Тамара Хаважевна, крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии, успехов и благополучия. С уважением, президент Республики Абхазия Сергей Багапш. К поздравлениям присоединяемся и мы, Министерство культуры Республики Абхазия, вся творческая интеллигенция Абхазии. Со мной здесь сегодня находится народный артист Республики Абхазия Вахтанг Возба
Только что вы его видели с Тамарой Хаважевной на экране, они вместе исполняли абхазский народный танец. Спасибо. Передайте огромную благодарность президенту Абхазии и заверьте его в моей искренней дружбе, искренней симпатии к абхазскому народу. Министр культуры Республики Абхазия Нукзар Гого, спасибо большое. Мы даже заволновались. Она, конечно, заслуженная артистка Абхазии, но она наша в первую очередь. Мы такую красоту, такой талант никому не отдадим. Больше я ничего говорить не буду, потому что сейчас выйдут наши ребята и все скажут. Так, чтобы было всем все понятно. А за любовь всем абхазам мы отвечаем любовью. Спасибо, братья. Государственный ансамбль танца Ингушетии.
Государственный ансамбль танца Республики Ингушетия. Тамара Евдеева. Она вот какая талантливая, такая и скромная. Уже народная артистка всех республик, уже заслуженная артистка страны. А все равно скромная, как школьница. Аплодисменты, цветы. Я хочу от всей души поздравить Томочку. Мы с ней вместе учились и выросли. Пожелать ей все самое-самое наилучшее, чтобы она была всегда так красивой и молодой. Спасибо, милая Хадижат. Спасибо вам всем. Но после слов мне добавить нечего, кроме одного. Закончилось первое отделение, антракт.